команда проекта «Тәмле Таты» Татарстан из Елабужского детского дома. Сегодня мы приготовим для вас азербайджанское национальное блюдо пахлаву. Азербайджанская пахлава, история сладкого достояния Республики Пахлава, стала сувениром номер 1 из Азербайджана. Пахлава – это национальный бренд. Готовят пахлаву в Азербайджане уже с давних времен. Эта традиция сохранилась и сегодня. Ни одно застолье. Навруз невозможно представить себе без пахлавы, которая по одной версии символизирует звезду, а по другой язык пламени. Сейчас пахлаву готовят в любое время года, по другим праздникам, для семейных торжеств. За многие годы появились и новые традиции, связанные с этой сладостью. Например, на сватовство старейшины со стороны жениха должны принести его избраннице 21 пахлаву вместе с остальными традиционными лакомствами. Что же связано с происхождением словом пахлава, то, возможно, оно связано со словом ахлов. В Азербайджане так называют скалку, специально для тонкораскатанного теста. Для турков пахлава тоже является главной сладостью, но у них уже этот инструмент называется ахлава. А сейчас вы на ваших экранах можете видеть ингредиенты для приготовления пахлавы. Желтки взбиваем сахаром до однородной массы. В сметане гасим соду и добавляем к желткам. Хорошо перемешиваем. Добавляем растопленное, не горячее сливочное масло. В последнюю очередь высыпаем муку и замешиваем мягкое тесто. Будет казаться, что муки мало, но добавлять больше не нужно, чтобы пахлава не получилась жесткой. Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на час. Тем временем займемся начинкой. Орехи немного обжариваем на сухой сковороде и измельчаем, но не сильно мелко. Добавляем орехи к взбитым сливкам, перемешиваем до однородной массы. Достаем тесто из холодильника и делим на 3 части, и каждую часть раскатываем по размеру противня. На первый пласт теста выкладываем половину начинки и накрываем вторым пластом теста. Повторяем процедуру еще раз. Распределяем вторую часть начинки и накрываем последним пластом теста. Смазываем поверхность желтком. Намечаем будущие кусочки пахлавы тупой стороной ножа, не разрезая тесто. На каждый ромбик выкладываем бабочку, половину ядра грецкого ореха. Орехи обжаривать не нужно. Выпекаем пахлаву при 180 градусах около 30 минут до появления золотистой корочки. Поливаем горячую пахлаву жидким медом и возвращаем в духовку еще минут на 10.
Пахлава готова. Приятного аппетита! Ребята, как вы думаете, для чего нужна профессия повар? Повар – человек, который профессионально занимается приготовлением пищи. Настоящий кулинар – творец. Он может сделать самые разнообразные шедевры из любых продуктов. Повар знает, как доставить удовольствие людям. Повара нужны всем. Хороший повар, как художник, с палитрой фруктов, кремов, роз, творит роскошество пирожных, знаток рецептов, вкусов, доз.